В результате успешного контрнаступления по всему фронту под Москвой советским войскам удалось откинуть противника на сотни километров от столицы. Таков итог боя времен Великой Отечественной войны, который был реконструирован в Усть-Цилимском районе. Именно с этого сражения в декабре 1941 начался наш долгий путь к Великой Победе. Ценой огромных потерь был сорван немецкий план Блицкрига. Война перешла из молниеносной в затяжную, более выгодную для Советского Союза. В честь 80-летия первой стратегической победы над вермахтом учащиеся и офицеры кадетской школы села Коровьи Ручьи при поддержке военно-патриотических организаций воссоздали часть битвы – Калининскую наступательную операцию. Из всех траншей, где готовились к атаке бойцы штурмовых батальонов, раздается громогласное «Ура!». При этом бойцам была поставлена задача в атаку не подниматься. Таким приемом командование решило раскрыть уцелевшие немецкие огневые точки. По обнаруженным точкам нанесен В реконструкции на заснеженных полях битвы под Москвой по приглашению организаторов принял участие Владимир Уйба и его сыновья. На своей странице в социальной сети ВКонтакте глава Коми отметил: в Усть-Цилимском районе, как и в каждом уголке нашей страны, свято чтят подвиг героев Великой Отечественной войны, бережно хранят память о них, приобщают детей и молодежь к героической истории нашей страны. Будьте достойны подвига наших дедов, прадедов и отцов. Помните, Родина одна, и отступать нам не гоже никогда, ни пяди назад. За нашу великую Родину! Ура! Ура! В июне 1941-го Гитлер собирался завоевать СССР всего за 12 недель. К моменту битвы под Москвой советская армия не имела танков, артиллерии было практически в 2 раза меньше, чем у противника, но итогом упорной обороны стали огромные потери живой силы и техники противника. Это не первая реконструкция школьников Усть-Цилимского района. Год назад кадеты повторили подвиг своих прадедов, взявших ключевую для Северо-Западного фронта высоту под Великими Луками в ноябре 1942-го.